На фестиваль съехались дети со всего региона от 7 до 17 лет. Коллективы выступают сразу с 3 произведениями в жанре акапелла, отечественная классика и народные исполнения. Многоголосие – традиция, уходящая корнями в далекое прошлое Кавказа. Особое искусство – слушать и слышать друг друга. Сплоченная работа каждого ради достижения общей цели. Хоровой коллектив кадетского корпуса на всевозможных конкурсах – частый гость. Мы исполняли 3 песни, которые особенно входят в наше распоряжение, где мы везде с этими песнями приходим. Это «Ралачи», песня про нашу Ингушетию, «Офицеры» в честь тех, кто защищали Родину, и «Парни всей земли». При выступлении перед выходом, конечно, волновались, но публика поддерживала нас, и мы уже стали уверены и выступили уверенно. Когда нам предложили принять участие, мы с радостью приняли это предложение и сегодня показали наши композиции. Я, в принципе, довольна. Можно было что-то, конечно, там подкорректировать, но это мелочи, потому что все это научаемо. Главное, чтобы у детей был интерес, главное, чтобы вот этот интерес не пропадал, чтобы наши дети развивались и чтобы это было на благо нашим детям. В составе жюри работники Министерства образования и культуры, представители Союза композиторов и отделения Всероссийского хорового общества России. Техника исполнения, точность и частота интонирования, соответствие стилю, манере исполнения и выразительность. Оценивают пение детей сразу по нескольким критериям по 10-бальной шкале. Якуб Мальсагов признается, что до конкурса он никогда не пел, но он и его коллектив долго и упорно готовились к фестивалю, чтобы стать лучшими. Даже репертуар подобрали соответствующий. Песни были «Ингушетия», «Где ты появился на свет», «Алята учится летать». Вот «Ингушетия» – это песня Тимура Зейтова. Он тут сегодня жюри, и вот поэтому. Вы решили подкупить его песню? Ну да. Участники соревнуются за призовые места, но важнее всего на этом фестивале возможность показать свои таланты и почувствовать себя частью большой музыкальной семьи. Мне очень нравятся наши песни, и я думаю, что мы победим. Все дети, которые участвовали в хоре, они были позитивными, и у них были хорошие песни. Воспитать в духе патриотизма и передать подрастающему поколению основы традиционных нравственных ценностей. Всероссийский фестиваль «Поют дети России» проходит уже в 6-й раз. Региональный координатор – лицей-центр одаренных детей «Олимп», которые не в первый раз принимают у себя конкурсы такого масштаба. Сегодня сюда приехало 11 школ, которые были отобраны, получается, для участия. Среди всех остальных у нас крупные детские коллективы, до 40 человек, которые будут соревноваться между собой за возможность поехать на федеральный этап после участия в заочном окружном этапе. В этом году лучшим на региональном этапе стал школьный коллектив из Газиюрта. Они получили гран-при и возможность участия в федеральном этапе. Также отдельным призом жюри отметили коллектив кадетов, который занял 1-е место. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Магаз 24.